Межрегиональный семинар-совещания ФАС России посвящен актуальным вопросам антимонопольного регулирования. Это реорганизация унитарных предприятий, реализация национального плана развития конкуренции, решение проблемных вопросов субсидирования в агропромышленном комплексе и не только. Хотел бы еще раз поздравить вас с семинаром, совещанием, которое проходит именно в нашей республике. Думаю, вы сможете хотя бы оглянуться, прогуляться, посмотреть, еще кроме семинара увидеть что-то такое. Мы самая молодая, но такая развивающаяся республика. Нам всего 29 лет. Для участия в двухдневном семинаре-совещании в Ингушетию прибыл заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов. Он отметил, что в сегодняшней экономической ситуации совместное обсуждение вопросов развития конкурентной среды актуально как никогда. Обмен мнениями и опытом с коллегами из других регионов помогает лучше понимать существующие тенденции и формировать требования к работе в текущих условиях. Почти 30 лет назад началась такая добрая и хорошая традиция на регулярной основе проводить встречи специалистов центрального аппарата, территориальных управлений Российского антимонопольного ведомства. И на эти встречи в обязательном порядке приглашать представителей федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов, органов местного самоуправления, прокурорских работников, судей. Почему? Да потому что законодательство о конкуренции, законодательство о госзакупках и другие законодательные акты, за исполнение которых отвечает Российское антимонопольное ведомство, они сложны в применении, они сложны в понимании. И одна из основных задач заключается в том, чтобы найти общий язык, чтобы говорить на этом языке, чтобы вместе делать важное дело и исполнять те задачи, которые поручил нам президент и правительство Российской Федерации. Затем участники семинара перешли к обсуждению вопросов повестки совещания. В ходе дискуссии собравшиеся обменялись опытом и достижениями в вопросах развития конкуренции, мерах поддержки экономики, а также использования передовых технологий для осуществления эффективного контроля. Если говорить об основных целях и задачах деятельности антимонопольных органов России, то в течение последних 3 лет акцент делается на реализации национального плана развития конкуренции, утвержденного президентом страны. Работа в этом направлении не была прекращена и в период пандемии. Федеральная антимонопольная служба предприняла, в дополнение к тем мерам, которые предпринимало правительство Российской Федерации, органы власти субъектов России, ряд собственных, важных с нашей точки зрения мер, которые были направлены на то, чтобы сделать жизнь бизнеса легче. Это и признание того, что коронавирусная инфекция является форс-мажорным обстоятельством, например, при исполнении государственных закупок, и замена штрафов, например, за нарушение предупредительными мерами. Реорганизация унитарных предприятий – один из главных вопросов на повестке. В декабре прошлого года вступил 485-й федеральный закон, который устанавливает запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкретных рынках. С этого момента в каждом субъекте РФ началась работа по секвестированию ГУПов и МУПов. Если говорить о статистике, то по состоянию на 1 января 2021 года количество унитарных предприятий в Ингушетии по сравнению с 2019 годом снизилась на 32%. У нас более 60 унитарных предприятий. Не так много, конечно, как в других субъектах, но все равно они у нас есть, сохраняются. Большинство из них, конечно, не на конкурентных рынках. Есть там субъекты естественной монополии, там водоотведения, которые там водоснабжение и так далее. И в ближайшее время с помощью центрального аппарата, сотрудников, коллег, которые к нам сегодня прибыли, мы благодаря ним сейчас планируем в ближайшее время все-таки утвердить наш план реорганизации в Республике Ингушетия и перестать быть в числе последних, кто это еще не сделал, и перейти уже на непосредственную работу. Мы никого никуда не торопим. Срок до 2025 года. Поэтому планы, связанные с реорганизацией государственных и муниципальных унитарных предприятий, это прежде всего, скажем так, руководящие документы перспективного планирования. Но мы считаем, что уже сейчас необходимо создать необходимую, скажем так, почву, проанализировать каждый из этих объектов, понять его дальнейшую судьбу, сформировать единый цельный документ. Это серьезнейшим образом облегчит практическое исполнение этих задач, которые должны быть реализованы в ближайшие несколько лет.
Свою работу межрегиональный семинар совещания продолжит еще один день. Также добавлю, что мероприятие такого уровня в сфере антимонопольной деятельности проводится впервые не только в Ингушетии, но и в СКФО в целом. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.